Доброе утро, уважаемые телезрители канала ТНВ. Мы перенимаем эстафету у новостей. И это прямое включение информационно-экспертного центра Общественной палаты Республики Татарстан. Напомню, что сюда в течение дня будет стекаться информация о ходе голосования со всех районов республики. Здесь организована дискуссионная площадка. Здесь будет проведено более 30 пресс-конференций. Сюда придут представители общественных организаций, представители избирателей. Сюда придут наблюдатели. Здесь будут принимать участие эксперты и политологи. Поэтому, если хотите узнать первыми, оставайтесь с нами. А сейчас к нам подъехал Миткат Равкатович Чигиахметов, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, с самыми свежими данными. Пожалуйста, Миткат Равкатович. Доброе утро. Я поздравляю всех нас с вами с началом дня голосования по выборам президента Российской Федерации. На всей территории нашей республики голосование будет проходить с 8 утра до 8 вечера. Всего по республике к 8 часам утра открылись все 2817 избирательных участков, в том числе 49 избирательных участков в местах временного пребывания граждан. Это 41 участок в больницах, 4 участка в СИЗО, 2 участка в санатории, 1 участок в аэропорту и на железнодорожном вокзале. В работе избирательных комиссий задействовано более 21 тысячи членов избирательных комиссий. Избирательными комиссиями проведена большая подготовительная работа с учетом изменений в выборном законодательстве, исходя из опыта проведения прошлых избирательных кампаний, с учетом предложений и замечаний политических партий, других участников избирательного процесса. Была разработана учебная программа кадрового состава территориальных и участковых избирательных комиссий, и весь состав территориальных и участковых избирательных комиссий прошел обучение и тестирование. В Центральной избирательной комиссии нашей республики проведены обучающие семинары с выездом в каждый муниципальный район и городской округ. Кроме того, проведена достаточно серьезная большая работа по актуализации и выверке избирателей. Все участковые избирательные комиссии обеспечены методическими материалами, технологическим и компьютерным оборудованием. На 8 часов утра численность избирателей в Республике Татарстан с учетом подавших заявление о включении в список избирателей по месту нахождения и число избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту нахождения составил около 2 900 000 человек. Впервые на этих выборах, как вы знаете, был применен новый порядок подачи заявления для включения в список избирателей по месту фактического нахождения в день голосования. Я могу сказать, что данная работа была организована во всех 65 территориальных избирательных комиссиях, во всех 2817 участковых избирательных комиссиях, а также в 53 многофункциональных центрах и более 200 территориальных отделений НФЦ, а также эта работа проводилась и через портал государственных услуг. Всего подано было избирателями 115 207 заявлений, в том числе в территориальной комиссии это составляет порядка из общей цифры более 3%, в участковой комиссии порядка 48%, в НФЦ около 4% и через единый госпортал порядка 32%. Кроме того, у нас была возможность у граждан, которые в последние дни принимали решение о месте голосования. Это категория, так называемые, которые подавали спецзаявления. Численность таких избирателей составила более 13 тысяч человек. В целом по Республике Татарстан число избирателей, включенных в список избирателей по республике, составило 106 686 человек. Число избирателей, исключенных из списка избирателей, составило 109 043 человека. То есть это исходя из той новой нормы законодательства, которую мы впервые применяем в республике в этой избирательной кампании. Кроме этого, в республике впервые примут участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации 49 121 человек, и впервые проголосовавшим молодым избирателям на избирательных участках будут вручены памятные сувениры. Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации была проведена подготовительная и информационная работа по организации голосования избирателей, которые проживают
населенных пунктах, отдаленных от помещений для голосования. Данная работа была проведена избирательными комиссиями во взаимодействии с органами местного самоуправления и при содействии органов исполнительной власти нашей республики. Избирателям, которые сегодня в день голосования по уважительной причине, по болезни не смогут прийти на избирательный участок, то есть имеет основание по закону, будет предоставлена возможность проголосовать вне помещения, то есть на дому. Обращения как устные, так и письменные будут приниматься участковыми избирательными комиссиями до 2 часов дня. Выборы проходят под пристальным вниманием наблюдателей, представителей средств массовой информации, а также членов комиссии с правом совещательного голоса. Кроме того, впервые в качестве наблюдателей на избирательных участках будут работать и представители Общественной палаты нашей республики. Также в республику прибыли международные наблюдатели. На сегодня их 35. Они представляют различные организации. Это миссия наблюдателей СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, парламентское собрание Союза Беларуси и России, представители общественных организаций Австрии, Германии, Израиля. Кроме того, в Республике Татарстан работают представители миссии по наблюдению по выборам ОБСЕ. В день голосования наблюдатели планируют посетить избирательные участки городов и муниципальных районов нашей республики. В связи с изменением в законодательстве, по которому наблюдателям уже нет необходимости заранее регистрироваться на избирательном участке, я к следующему пресс-подходу назову уже более точные цифры о количестве наблюдателей на избирательных участках. Кроме того, как я уже сказал, на день голосования к сегодняшнему дню Центральной избирательной комиссии республики аккредитовано 83 средств массовой информации. Это порядка представителей телевидения, 21 представительство печатных средств массовой информации, информационное агентство, интернет-издания. И в общей сложности в работе наших аккредитовано общее количество журналистов порядка 476. На территории нашей республики на выборах президента Российской Федерации 65 территориальных избирательных комиссий, а также 940 участковых избирательных комиссий. Наши избирательные участки оснащены видеокамерами. Это составляет порядка и охватывает 66% наших избирателей. Впервые в этой избирательной кампании у нас видеокамерами оснащены территориальные избирательные комиссии, где непосредственно будет уже осуществляться свод протоколов участковых комиссий, соответственно, осуществляться свод этих протоколов. Также впервые мы применяем технические средства подсчета голосов в нашей республике. Это комплексы обработки избирательных бюллетеней. Они у нас сосредоточены в избирательных комиссиях и на избирательных участках города Казани, Набережных Челнов, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Елабуге, Бугульме, Лениногорске, в Чистополе. Кроме того, также мы уже на протяжении последних 6 лет в республике используется комплекс электронного голосования. Они также будут использованы и используются в этой избирательной кампании. Все участковые избирательные комиссии, включая временные, будут применять специальное программное обеспечение, которое позволяет изготавливать протоколы участковых комиссий с машиночитаемым кодом, что обеспечит и минимизирование ошибок при составлении протокола в участковых комиссиях, а также ускорит ввод протокола участковой комиссии в систему ГАС-выборы. Как я уже сказал, все избирательные участки открыты, работа идет активно. Вот я уже сам успел сегодня проголосовать, достаточно много избирателей, поэтому, пользуясь случаем, избирательные участки готовы, и, соответственно, я приглашаю всех избирателей на избирательные участки. Я уверен, что выборы пройдут организованно, открыто и при неукоснительном соблюдении избирательного законодательства. Спасибо за внимание. Миткат Рафкатович, я вчера смотрел социальные сети, некоторые телеграм-каналы, и они говорили о каких-то возможных провокациях на некоторых избирательных участках и о каких-то специально организованных действиях. Нет ли у вас зафиксированных случаев пока? И как вы будете реагировать на подобные происшествия? У меня на сегодняшний момент пока такой информации нет, но если будут какие-то определенные действия, понятно, мы будем реагировать строго в рамках законодательства. Главная наша задача – обеспечить нормальные, удобные условия для наших избирателей, чтобы, если даже будут какие-то незаконные действия, чтобы они не повлияли на нормальный ход голосования для наших избирателей.
Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Пожалуйста. Пожалуйста. Микрофон. Будьте добры. Ну, давайте отсюда начнем. Эльмира Заляева, ГТРК Татарстан. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какие-то данные о тех, кто будет голосовать за границей? Я могу сказать о том, что у нас открыто в целом за пределами Российской Федерации в 145 странах порядка 400 избирательных участков. Значит, эта информация, она централизуется в Центральной избирательной комиссии. Значит, уже процесс голосования активно идет. Я думаю, что к следующим пресс-подходам я уже более конкретно могу цифры вам назвать и какое количество избирателей, значит, воспользуется такой возможностью. Спасибо. Я знаю, есть вопрос на татарском языке. Пожалуйста. Хайырлы күн, Нияз Рахман, Иман Васырканова. Михаил мына шундай сурау, сіз айттыңыз 35 шет ел күзетушілері бар. Бұлар Қазандағына күзетелер ме, Татарстан райондарында да қойларда бары, әлі күзетушілерінің кішілері? Алар күзетушілер, алар енді бізге кешеден берлі келділер. Алар енді менің білгенімше Лайыш районында болып қайттылар. Бүгін енді Қазан сайлау участокларда болалар. Алар өздері сайлап алалар да, шул участокқа барып уже күзету қарайлар. Коллеги, есть ли еще вопросы? Михаил Равкатович, это не последняя наша встреча, у нас еще 10 прямых эфиров впереди. Поэтому есть вопрос? Пожалуйста. Да, здравствуйте, Бизнес онлайн, Наталья Голобурдова. Вот в соцсетях уже появляется информация, что какой-то подвоз, якобы подвоз избирателей осуществляется красными автобусами в Казани. Вы что-то знаете по этому поводу? Я уже говорил сегодня о том, что есть соответствующие рекомендации, которые утверждены постановлением Центральной избирательной комиссии об обеспечении доставки избирателей на избирательные участки, которые живут в отдаленных населенных пунктах. Эта работа, она проведена достаточно открыто и гласно. Все населенные пункты, откуда будут непосредственно уже созданы возможности для избирателей, чтобы они могли добраться до своих избирательных участков. Вся эта информация есть на этих избирательных участках. Дополнительные маршруты, которые введены, соответственно, значит трафик движения этих маршрутов. Поэтому вся эта работа по обеспечению возможности прибытия избирателей на избирательные участки, она проведена открыто и гласно. Любой наблюдатель, любой желающий, любой избиратель может с этим ознакомиться на избирательных участках. Уважаемые коллеги, большое спасибо. Я хочу, чтобы вы оперативнее реагировали на мои призывы задавать вопросы. У нас все-таки прямой эфир, мы не можем давать большие паузы. Михаил Равкатович, огромное спасибо. Я знаю, что у нас впереди еще более 10 встреч со самой свежей информацией. Наш информационный экспертный центр продолжает свою работу. У нас идет прямая трансляция на телеканале ТНВ, а также на сайте агентства Татаринформ. Поэтому, если хотите узнать первыми, будьте сегодня с нами. А также я призываю всех наших избирателей сходить на избирательные участки и отдать свой голос, потому что это очень важно. Встретимся через час.